Парк Победы, вечный огонь и строй тех, кто пришел почтить память героев Отечества. В этом ряду всегда был Борис Кузнецов, но сегодня первая памятная дата без него. Очень жаль то, что этот год, вот этот День героев Отечества мы уже отмечаем без нашего героя Бориса Кирилловича Кузнецова. Когда мы говорим о героях России и Советского Союза, конечно, каждый воин, который участвовал, каждый солдат в годы Великой Отечественной войны, он уже герой. Сегодня все герои при параде и со своей историей. Газинур Хайруллин вспоминает 95-й. Тогда их экипаж попал в плен к талибам в Кандагаре. Просто мы хотели домой на свободу и сделали вот это дело, то есть совершили побег. То есть просто очень хотелось домой, на свободу. Гульсина Зантимирова стала героем соцтруда в 33 года. Она строила завод органического синтеза. Я когда это узнала, я очень переживала, плакала, потому что думала, как это так, мне, за что? В зале и герои нашего времени. Иван Павлинов в ноябре из горящего дома спас 3 братьев. Сегодня он в одном строю с теми, на кого равняются и кем гордятся. Если бы это был даже другой человек, я бы все равно как бы его спас. Все равно как бы человек, он должен жить. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. День Героев Отечества – один из самых старейших памятных дат и одна из самых уважаемых в нашей стране. И на протяжении более 2 веков всегда есть место подвигу. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Болгар радиосының 8-ші милли музыкаль премиясын топшыру тантанасы. Пирамида концертлар залынан турдан-тура трансляцияны ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, ВКонтактедагы Болгар радиосының рәсми төркемендә карагыз. Һәм Болгар радиосында тыңлагыз. 12 декабрь, 18 сәгатьтә.